дорогие друзья, уважаемые отец Андрюс, уважаемый Руся, Виталий, все присутствующие. Впервые такой проект организовывается вообще в нашей Вселенной, потому что вот этот вот проект «От океана от океана», он действительно глобальный по своему масштабу географическому, и он глобален по тому действию, которое совершается. Ибо география этого проекта простирается от Владивостока до Португалии, и, скорее всего, он будет иметь продолжение уже на американском континенте. В настоящее время суть этого проекта заключается в том, что икона, Ченстаховская икона Божьей Матери, точнее ее список, в молитвенном таком состоянии проносится от Владивостока, вот как я уже сказал, до Португалии. Суть проекта заключается в том, чтобы поддержать чаяния тех людей, ожидания тех людей, которые противятся вот этим вот современным идеям, которые говорят о том, что необходимы аборты, которые говорят о том, что необходимы вот эти пробные браки, и все то, что связано с разрушением тех реальных семейных ценностей, которые уже существуют очень долгое время, буквально действительно тысячелетия. Вот этот проект, он как раз и направлен на то, чтобы привлечь внимание как можно большего количества людей к тому, что как раз требуется для жизни именно соблюдение традиционных ценностей. Ибо это соблюдение этих ценностей и есть как раз возможность увеличения человеческого рода, осмысления человеческого бытия и действительно правильной жизни вместе с Творцом. Поэтому вот суть как раз этого проекта заключается, чтобы в молитве Божьей Матери, вместе с крестным ходом путешествует и икона Божьей Матери, повторяю, Ченстаховский образ, чтобы молитвенно иметь молитвенную поддержку для всех вот этих наших начинаний. Сегодня икона находится на настоящий момент на территории Белоруссии, в Литве она окажется 9 августа и будет здесь пребывать в нашей стране до 12 августа текущего года. И мы все вместе будем совершать молитвенное стояние, молитвенную службу, посвященную Божьей Матери, с тем, чтобы она, как наша заступница, как наша усердная молитвенница, услышала нас в нашем деле, и самое главное, чтобы она нам помогла вот в нашем вот этом уповании. Дальше икона проследует на территорию Польши, затем Словакия, дальше Венгрия. Польша и Венгрия — это как раз те страны, в которых законодательно очень сильно утверждены семейные ценности, где государство особенно заботится о том, чтобы именно семья как основная, как начальная ячейка общества, как та структура, где действительно зарождается жизнь, проистекает откуда всякое вот живое начало, чтобы она именно укреплялась. Вот и дальше по карте современной Европы икона и крестный ход проследует до Португалии. Labą dieną. Esu nuo pačios pradžios, pirmininkės kelias prasidėjo 29 sausio Čenstakavos Esnagūros vienuolyne, kuriame buvo ikonoskopija pašventinta. Ir pagal seną skaičių paprotį priklausyta prie tikrosios ikonos. Ikona yra tiksli kopija. Ir tai yra statyta, rašyta ant liepos medžio ir yra tikrai gana labai įspūdinga. Ir ta iškilmė, kurioje Esnagūroje buvo pašventinta, sugėdota katystą, praktiškai truko 4 valandas. Bet tai buvo tiek iškilminga, kad nei nuovargio, nei absoliučiai nieko kito nesijauti. Ir tai, kad skaitai, kad sako žmonės, su kuriais tenka bendrauti, kas vyksta šalyje, kurioje ateina ikona, yra lygiai tas pats. Pavyzdžiui, Rygoje vakar ikona keliavo po Rygą, už vakar po Daugpilį. Ir Daugpilyje prie pagrindinės miesto bažnyčios Jėzaus prisikėlimo
Žmonės stovėjo pusę nakties tam, kad galėtų asmeniškai prieiti ir pabučiuoti ikoną. Tai yra didžiulės, iš tikrųjų nepersidami laukia gana didelės minios. Skaistkalnėje bus Latviai perduos Lietuvai ir Skaistkalnėje yra taip pat Pauliečių vienuolynas, šaka tos pačios, kur yra Čenstakavoje. Ir Skaistkalnėje atkeliauja piligrimai, kurie dabar eina į Agluoną. Agluonoje bus žolinės atlaidai ir žmonės keliauja dabar pėsti iš visos Latvijos renkasi į Agluoną ir keliauja pas Skaistkalnę. Tai kad Skaistkalnėje susitiks Latvijai ir lietuviai ir ten taip pat didžiulės iškilmės. Tai noriu pasakyti, kad ta intencija, kuri yra patikėta Dievo motinai, yra iš tikrųjų turi tą tokį, gana didelį krūvį, tą tokį, žmonės ateina ypatingai labai daug jaunimo. Labai daug jaunimo. Pavyzdžiui, Baltarusijoje Ivanovičiuose buvo kaip tik jaunimo dienos 90 metai skirti Maksimiliano Kolbės sulaikymo garbine. Maksimilianas Kolbė yra Baltarusijos jaunimo globėjas. Ir kaip tik tuo metu atkeliavo ten Dievo motinos ikona, tai ką rašo baltarusiai, gali perskaityti visą, tai yra nuo vandenyno iki vandenyno.lt, yra 3 puslapiai, sinchroniškai eina lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis, tai iš lietuvių išeis visas kitas kalbas, nuo vandenyno iki vandenyno.lt. Taigi, Lietuvoje įsijungia visos viskupijos, tai yra 7 viskupijos ir paveikslas keliaus viskupija perduos viskupijai, nuo kiekvienos viskupijos pradeda Panevėžys, perima Šiauliai, Telšiai atiduoda Kaunui Šiluvoje. Šiluvoje paveikslas, Dievo motinos paveikslas bus 8 rugpjūčio ir su visom iškilmėm pervežamas į Kauno arkikatedrą baziliką, kurioje vakare bus ir mišios ir giedama katekizma. Tai toliau iškeliauja sekančią dieną po šventų mišių, keliauja į Kaišiadorį, iš Kaišiadorių keliauja į Vilnių, tai bus 9 rugpjūčio ir iš karto į Aušros vartų bažnyčią. 10 rugpjūčio perima stačiatikių vyskupiją ir taip pat ir tiek lietuvių puslapyje, tiek ortodoksai.lt puslapyje yra aprašyta visa ikonos kelionė po Vilnių. Iš tikrųjų tai bus tikrai įspūdinga, todėl kad Lenkai pastatė stiklinį altorių, stiklinę koplytėlę, koplytėlę ratų, kurioje ikona ir keliauja. Ir ją matė tik Ryga, todėl kad Europos Sąjungoje tai įmanoma pervežti į užsienį Baltarusiją, stiklinė koplyčia nepateko dėl muitinės dalykų. Ryga neturėjo transporto, kurią galėtų transportuoti šitą koplyčią. Todėl mūsų draugai, organizatoriai, Lenkai nuvežė ją ir patys pervežė per Rygą ir šiuo metu jinai yra Panevėžy. Iš Panevėžio jinai keliaus po visą Lietuvą. Mes taip suorganizavom, kad koplyčiai ir keliautų stikliniai koplyčiai, ikona keliautų stikliniai koplyčiai. Tai tokia baigs kelionę Vilkaviškio vyskupijai, Marijampolėje iš ryto pasiema patys Lenkai ir daugelį šalių jie lydi automatizuotos kolonos, labai daugelį šalių Baltarusijoje motociklininkų klubai įsijungia. Taip pat Lenkai pasiims su 30 daugiau motociklininkų, jie net patys nežino kiek, todėl kad tai yra visi savanoriai ir gali būti, kad tai pasienio susirinktų galybė jaunų žmonių. Ir tai tokia mintis būtų, kad su garsu, su šviesom, tai yra tarsi tas šauksmas, kad žmonės atsipeikėkit, kas vyksta, todėl kad šeima ir gyvybė iš tikrųjų yra pavojus. Ir Baltarusiai netgi turėjo sunkvežimį, kuriame turėjo nešiojamus varpus ir skambino tais varpais, karilionai skambino visur, kur važiavo Dievo motinos. Altorius skambino arba mašinos signalais, šviesom, tai ir su specialia atributika, tam, kad pamatytų visi ir išgirstų. Ir tai, kas sakau, žmonių reakcija yra nepaprasta. Ir Latvijos piligrimystės koordinatoriai sako, mes tokių stebuklų, kas vyksta dabar Latvijoje, mes nesam matę per mūsų visą ilgą už gyvybės gynimą laikotarpį. Tai man sunku pasakyti, kaip visą tai bus vykdoma
gyvenimą Lietuvoje, bet kažkaip tai atostogų metas ir informacija galbūt sunkiau yra prasiveržti, bet informaciniai erdvėjai praktiškai visi internetiniai portalai beveik visi įsidėję yra informacija. Tai, kad jinai įsideda ir tą dieną pasimato ir toliau vėl kažkur tai išama, tai kartais daugiau. Bet visa informacija yra kur, kada, tokiom minutėm ir valandom, nes visos liturgijai, visos vyskupijos yra susidėlioję, kur kas vyksta. Jūs kalbate apie iniciatyvos pradžią, iš kur tai atsirado? Yra pasaulinė organizacija, taip vadinama Human Life International, kuri jau veikia gana senai ir mes senai jau taip pat nuo pat pradžios nepriklausomybės mes turėjome palaikų ryšių ir esam buvę ne vienuose tarptautiniuose kongresuose. Human Life International Europos centras yra Lenkijoje Gdanske ir jam vadovauja Eva Kovalevska. Jinai taip pat yra ir moterų forumo lyderė. Tai vėlgi tie ryšiai yra nuo seno palaikomi ir aišku, kada ir ne vienam kongrese mes esam buvę, ne vienam kongrese jie yra buvę. Ta prasme, kad tie veiksmai yra koordinuojami ir labai dažnai visos išpoliai prieš gyvybę yra organizuojami keliose šalyse iš karto. Pavyzdžiui, kada norėjo įteisinti cheminį abortą, iš karto buvo Latvijoje, Lietuvoje ir Čekijoje, Slovakijoje. Tai vyko vienu metu, tai yra praktiškai dienų skirtumų. Ir su tokia, tam tikrą melo dozę, kad Latvijoje, pavyzdžiui, pasirodė žinutė, kad jau Lietuvoje cheminis abortas įteisintas. Latvija skambino mums, ar tai tiesa, mes rakom, kad tai netiesa. Tai yra, išpoliai vyksta iš karto keliose šalyse, todėl tas koordinavimas yra būtinas. Ir Čensakavoje buvo iš 17 šalių atstovai, taip pat ir Vengrijos, kurie šiek tiek pristatė, kas dabar vyksta Vengrijoje, dalykai ten iš tikrųjų yra nuostabus, bet jie yra labai puolami, patys vengrai yra puolami. Tai, ką jie išdrįso padaryti savo šalyje, ginant gyvybę ir šeimą, tai yra iš tikrųjų nepaprastai sektinas pavyzdys, bet jie yra labai puolami. Tai mes dalinamės tais, kas yra geriausia, kokia yra geriausia patirtis, ką geriausia yra daryti. Kas geriausia yra būtų matoma, pavyzdžiui, Latviai kas metai rengia forumą už šeimą. Tai kas metai, tai savo, kada yra tas pats pavadinimas, tas pats forumas, tarptautinis forumas, kada skirtingi žmonės šneka ir tai yra su Rygos centre, tai turi labai didelį poveikį. O tokia geroji patirtis, kurią kalbėdama su šalim, tai yra pradžia tai yra, tie ryšiai yra ir yra koordinuojami ir sustiprinami, palaikomi vieni kitų, kada matai, kad ne vienas savo šalyje, ne viena šalis, o kad tai visos šalis kartu, kad tai yra tikra, kad tai yra pamatinė vertybė, tai yra ir sustiprinimas, aišku. Be jokios abejonės, šita piligrimystė yra didžiulis sustiprinimas, ir suvienijimas tiek ir krikščioniškų bažnyčių, ir suvienijimas žmonių, suvienijimas valstybių. Что делать? Это был вопрос из людей, которые не пьющие, которые там живут морально и у них в жизни все хорошо. Что будет с человечеством, если такие будут рожать? То, по-моему, нет другого ответа, только что эти, которые живут порядочно, они должны рожать. Чтобы было больше порядочных людей, которые могут быть большинство, чем эти люди, которые имеют всякие проблемы. Потому что, по-моему, до самого конца света не будет так, что все люди будут одинаковые по моральному поводу. Так что мы всегда будем иметь, как сказать, вакшу. Мы всегда будем, и Христос так сказал, потому что Бог дал нам свободу. И пока мы на этом свете живем, Он эту свободу нам дал и не отнимает. Так что все могут жить как они хотят, и они так живут. И по-моему, те люди, которые имеют всякие проблемы, там, скажем, алкогольные проблемы, то общество, как единая семья, они должны заботиться о них, потому что когда
когда люди любят таких или уважают только таких, какие они сами есть, то есть очень большая большая опасность, что они будут рады только такими, какие они сами есть, и потому что принять другого, какой он есть, это уже будет невозможно. Но Евангелие нас зовет, чтобы мы были всем одинаковые, и мы любили всех, какие они есть, потому что они такие же дети Божьи, как и мы. И даже они должны быть больше любимы, потому что они несчастны. Так что, если не было вот этого, мы стали только, были бы рады друг другу такими, какими есть, и это есть опасность такого теологического Андреса, хочется сказать, что нет прямой зависимости. Значит, в том смысле, что не всегда многодетные семьи, далеко не всегда, вот, дети в этих семьях нужно стать, безусловно, алкоголиками, наркоманами, разного рода социальными лицами. Вот, если брать, например, России, вот, духовенство вот, Русской Православной Церкви, оно, как правило, значит, женатое, и именно в семьях духовенства рождается 3, 4 и более детей, то есть это есть такая практика. Вот. И сказать, что это будущие алкоголики, что это будущие наркоманы, что это те, кто будут социальными лицами, как раз наверняка нельзя, потому что это будущие как раз абитуриенты духовных семинарий, это будущие жены священников как раз вырастают, это те люди, которые как раз целенаправленно и принципиально проводят как раз принципы семейной жизни не только в своей личной жизни, но и в жизни общественной, через церковную проповедь, через те места, где они в будущем будут работать. Поэтому часто, к сожалению, бывает наоборот, что в тех семьях, где один ребенок, вот, где все внимание сосредоточено на него, где царствует в семье и в его душе, к сожалению, в душе этого ребенка, и потом уже взрослого человека эгоизм, вот там как раз на нем и заканчивается продолжение рода. Потому что он потом начинает думать, как сделать жизнь так, чтобы было хорошо одному ему. И даже тот спутник в его жизни, который появляется, вот, как правило, с такими же устремлениями, вот, это то, что как раз не способствует продолжению человеческого рода. Как раз люди останавливаются на этом вот совместном лишь только бытии, ждут, когда установится их материальное, значит, благополучие, когда у них появится какая-то квартира, жилище, работа, какой-то социальный статус, место в жизни, место под солнцем, как говорится. И вот тогда, может быть, мы подумаем о том, заводить ли нам детей. Вот. А тогда как раз, как правило, бывает так, что репродуктивный возраст тоже имеет свои определенные границы, и возможность продолжения рода тоже после этого исчезает. Поэтому однозначно заявить, что многодетные семьи – это путь, скажем так, к алкоголизму, наркомании. Конечно, так нельзя, раз. А второе, у тех уже людей, которые убиты посредством абортов, их пока еще никто не спросил, как, чем они хотят заниматься, каким образом в жизни они хотят руководствоваться, что в своей жизни они хотят сделать, что они хотят сотворить. Поэтому, не давая возможности им развиться, не давая возможности им развиться действительно зрелых личностей, людей, которые понимают ценность человеческой жизни, вот, мы, в общем-то, тем самым нарушаем их право на личностное самоопределение. Мы должны этот миф развеять, потому что он использован этих людей, которые про аборт. Они используют это очень удачно, потому что такая опиния есть сотворена, что даже люди, которые имеют много детей, они чувствуют какое-то давление от других, потому что вы, мол, асоциальные люди, и так не модно и не современно иметь много детей. Я учился там в Америке уже больше, чем 10 лет тому назад,
И я был там в одной парафии, там было для меня очень приятно смотреть, что были молодые семьи, но имели много детей, так 6-8 детей, большинство. И там было так чудно смотреть, что они приходят в костел, и детей там больше, чем взрослых. Это было так приятно, и было видно, что люди, они имеют там, и они ученые, и они имеют хорошие работы, и дети воспитаны, и все очень прекрасно. Так что должны мы рассеять то, что если много детей, то уже там все будет всякие проблемы. Как отец говорил, так тоже можно, как правило, сказать, что один ребенок есть больше возникнут проблемы в будущем, потому что он есть там избалованный, он только живет для себя. Это эгоизм, который человеку не чужой, так что все возможности для этого. Так что